Мы просыпались с утра, и у нас на всю квартиру Бони М, Альфия Авзалова, Ильхам Шакиров, Скорпионс, Назарет. То есть у нас не было выбора, мы все. Да, мы все слушали, и я очень благодарна папе, потому что действительно от него у меня огромный, хороший, качественный вкус к музыке. Вот, друзья, это на самом деле хороший совет. Если вы хотите привить ребенку хороший вкус музыкальный, то надо ставить хорошую музыку. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС Мебель для жизни. Здравствуйте, уважаемые телезрители, и сәлеметсіз, қадірлі достар. В эфире программы «Секреты татарской кухни». И у нас сегодня в гостях композитор, член Союза композиторов Российской Федерации и Республики Татарстан Лилия Тагирова. Встречайте. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, дорогие телезрители. Это маленький куштанешки. Ой, Рахмат Бекзот, спасибо, я люблю куштанешки. Спасибо большое. Лилия Тагирова, композитор, член Союза композиторов Республики Татарстан и России. Родилась в Альметьевске. Окончила Казанскую государственную консерваторию по классу композиции у профессора Анатолия Борисовича Лупова. Является автором более 300 песен, многие из которых написаны для детей. Среди них песни для детского Евровидения, новой детской волны, славянского базара. Кроме этого, написано много камерных и симфонических произведений, а также музыка к фильмам и спектаклям. Лилия Рамилевна занимается преподавательской деятельностью. Ее ученики неоднократно становились лауреатами и дипломантами российских и международных конкурсов по импровизации, композиции и вокалу. Лилия, ну рассказывайте, что мы сегодня будем готовить? Мне бы сегодня хотела поделиться секретом очень вкусного пирога, который очень прост в применении, очень вкусный и для тех, кто любит стройные изящные формы. У нас будет обычный традиционный пирог с капустой. Для того, чтобы приготовить пирог, нам понадобится миска, чтобы в нем размешать тесто. Так. Вы будете заниматься начинкой, а я буду изготавливать Вот тесто. смотрите, есть у меня две миски. Отлично. Какая вам лучше? Это Какая хорошо подойдет для теста, Так. это для начинки. Супер, отлично. Начинка будет наша капуста, которая нашинкована очень мелко, Так. и потом мы ее пожамкаем. Вы как мужчина с сильными руками. Все, я буду жамкать. Будете как мужчина. жамкать. Всё, не вопрос, вообще, прям легко. Так, а мне понадобится полстакана кефира. Так, все у нас, вот, смотрите, все у нас Отлично. уже приготовлено. Я бы хотела попросить еще такую деревянную ложку. Это воспоминание из детства. Бабушка готовила такой ложкой, и вот действительно, когда мешаешь тесто, это самый удобный инструмент. А, кстати, раз уж мы заговорили про бабушку, вот, Да. кто вообще вас научил готовить, скажите, пожалуйста? Ну, я росла с бабушками очень много и часто была в гостях, и очень мне нравилось, как бабушка готовила. Ага. И так получается, что мама тоже любит готовить, и этот конкретно рецепт мне достался от моей любимой мамы. Она готовит пироги почти каждый день, и вот это одно из самых таких удобных рецептов для теста, которые можно приготовить и со шпишмаками, и с калиной, и с яблоками. Ну, в общем, на что пожелает душа, можно все что угодно вот в это тесто завернуть. А вообще татарскую кухню любите, нет? Да, конечно. И самые вкусные это шпишмаки и бәлиш, кыстыбы, это как всегда. Так, ну понятно, понятно. Здесь, Так, мне нужна щепотка соли и Так. сахар. смотрите, соль, Отлично. сахар. Соли нужно нам пол чайной ложечки. Мы ее вот высыпаем в наш кефир. То есть кефир обязательно должен быть нулевой, то есть не жирный. Размешиваем соль и чуть-чуть добавляем сахар. Это на вкус, вот как кому удобно. Я беру вот половинку столовой ложки. Все это я размешиваю. Так, мне нужна будет еще чайная сода. Соду нужно использовать в 3 захода. По рецепту это по 3 раза, 1/3. Первоначально я положила вот 1/3 чайной ложки соды и размешиваю вот эту вот нашу массу. А что будет, если сразу всю бухнуть? Ну, там обязательно такой вот рецепт. То есть он простой, то есть, но что он будет, очень вы не такой... знаете, но... Ну, будет, наверное, не так вкусно, не так эффективно. Все, окей, согласен. Мы Дальше. делаем так, как научила мама. Да. Всё, не Дальше вопрос. мы берем муку. Ну вот на вопрос, я когда у мамы спрашивала, мам, сколько ложить муки, она сказала, ты знаешь, это все на глаз, на ощупь, а я вот говорю ушлап. Я вот беру рукой, Ага. вот так вот Оп. добавляю,
Начинаю снова мешать. Если вдруг не хватит, то мы еще берем, еще Да. добавляем, да? То есть здесь все по ощущениям. Нужно, чтобы тесто дышало, чтобы рука непосредственно прикасалась к тесту и как бы передавала энергетику. Мне всегда, когда приходят люди в гости, да, вот мои, говорят, почему у тебя так все вкусно? Я говорю, потому что я готовила для вас с любовью, потому что я передала свою энергию в эти блюда. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». А часто гости к вам приходят, нет? Вообще? Ой, постоянно. Потому что я человек творческий, Так. и где у нас творческая беседа, там и чаепитие, а где чаепитие, там и быстрый на скорую руку какой-нибудь салат или Ага. пирог. Я вообще очень люблю готовить и очень гостеприимный человек. Вот 3-й раз, Так. и когда я вот уже 3-й раз опустила немножко муки, я добавляю 2-ю щепотку соды. Вот опять я беру чуть-чуть соды, я ее сюда вот тихонечко так распыляю и прячу эту соду теперь в недрах нашего Тесто. теста, да. Интересно. Добавляем масло тоже. Вот по рецепту это как бы полстакана масла, но опять-таки это все на Так, любителя, да. Мы размешиваем, размешиваем. Лилия, ну скажите, пожалуйста, как вы вообще, в принципе, стали вот творческим человеком? Это было уже где-то с детства заложено в вас или нет? Или в какой-то момент вы просто сказали, что все, я хочу быть композитором? Ну, вы знаете, наверное, вопрос сказать, как я стала творческим человеком, наверное, это просто надо уже им родиться. Ага. А когда ты живешь в семье, где дядя играет постоянно на гармошке, где папа слушает шикарную, качественную музыку разных языков, разных культур. Кого слушала? Бон Джови. Так. Сейчас любимая у него группа AC/DC. То есть Ага. ему почти 80 лет, но он слушает на Blu-ray такую музыку. Я сейчас просто, мне это сложно представить. 80 лет, он сидит, AC/DC слушает, да? И Ну да, на всю он катушку. еще играл всегда на гитаре, но не Ага. просто вот бринкал, он играл импровизации. Так. То есть он прививал мне очень качественную, красивую музыку заставлял слушать. Ну, даже не заставлял, а как бы вот мы просыпались с утра, и у нас на всю квартиру Бони М, Альфия Авзалова, Ильхам Шакиров, Скорпионс, Назарет. То есть у нас не было такой выбора, мы плейлист, все... конечно, такой Да, мы плейлист, все да. слушали, и я очень благодарна папе, потому что действительно от него у меня огромный, хороший, качественный вкус к музыке. Вот, друзья, это на самом деле хороший совет. Если вы хотите привить ребенку хороший вкус музыкальный, то надо ставить хорошую музыку. Еще бы хотела рассказать про то, что с детства мы приезжали, у нас, поскольку очень такая большая семья, мы собирались на Сабантуй, и Так. вся деревня собиралась около нашего дома, потому что мой любимый дядя Хасият Абы играл на баяне, на гармошке, и вся деревня танцевала. То есть каждый Сабантуй заканчивался тем, что все приходили к нам, и вся улица плясала. То есть, с одной стороны, я слушала народную татарскую Ага. музыку, с другой стороны, я слушала очень качественную профессиональную музыку, и во мне вот это вот все соединилось. Поэтому, когда спрашивают, кто у вас любимый композитор, любимый стиль, любимый жанр, я отвечаю, мне нравится качественная музыка. Да. Вот когда тесто приобретает вот такую форму, мы собираем его в некий такой колобочек, оставляем его в мисочке. Так. Обычно, когда готовишь один, ты уже переходишь к начинке. А поскольку вы мне Ну, помогаете, я- мы немножко ему дадим постоять. Накрывать тесто ничем не нужно, оно просто сидит, дышит и немножко всходит. Итак, нам понадобится миска, Так. чтобы положить туда капусту и ее вот так вот жамкать, чтобы вышла Всё. лишняя вода. Отлично. А чем вы будете заниматься? А я в это Скажите, время пожалуйста. возьму яички. Есть Так. два способа размельчить яйца. Это обычный, когда мы берем доску, режем мелко яйца. Но есть еще второй способ, когда мы берем яички, начинаем их вот так вот тихонечко давить. И яички, мы вот благодаря тому, что у вилки очень маленькие такие зазоры, яички превращаются в такие мелкие-мелкие кругляшочки, квадратики, и очень будут смотреться так нежненько. Как будто бы они есть, а как будто бы их нет.
Я просто жамкаю капусту, все, да? Да. И еще нам нужно будет взять щепотку соли, вот, ну, на вкус, опять-таки, кто как любит. Ага. То есть вот так вот немножечко соль, чтобы впиталась, туда же вот жамкаем солью. Все, прекрасно. Ага. Лиль, ну скажите, пожалуйста, все понятно. Вы в детстве слушали хорошую музыку, вкус вам привили какой надо. Так Да. что было дальше-то? Каким образом? Вы куда-то пошли учиться потом или нет? Или что произошло в вашей жизни? Ну да. Вот в нашем детстве в музыкальных магазинах продавались интересные игрушки. Были такие детские Какие? фортепиано. У меня был такой. У меня было в 4 годика такой фортепиано, и тогда уже, видимо, папа, услышав, что я на нем стала подбирать какие-то детские песенки, Ага. он уже понял, что я это не просто вот балуюсь, а что действительно во мне есть какие-то музыкальные данные. Что есть интерес, Да. по крайней мере, к этому, И да, как-то чего? вот музыкальный руководитель в садике тоже выделяла меня и на все праздники выставляла петь. Ага. Заведующая приходила и говорила, а вот у Лили Тагировой даже глаза светятся, когда она поет. То есть, видимо, было такое отношение, это говорит о том, что ребенок неравнодушный к музыке. И папа решил, что я пойду в музыкальную школу, и они заказали очень дорогущее фортепиано, Так. которое выплачивали в кредит очень долгие годы. То есть он не побоялся этого, потому что он опять сказал, что профессиональное обучение должно происходить на очень качественном инструменте. И получается, что как-то вот музыка, она сама вошла в мою жизнь, то есть я не выбирала профессию музыканта, композитора, то есть она вот шла со мной рядом, и, наверное, даже эта музыка руководила мной, а не я выбирала, кем я буду. Лиля, а помните свои первые произведения, которые вы сочинили? Это было в 15 лет в музыкальном училище, когда ты влюбляешься, появляются первые какие-то такие романтические чувства. Так. У нас одна девочка сочинила слова, а другая девочка у нас написала музыку. Я ходила и слушала, и подумала, а я почему не могу сочинить? И я сочинила и музыку, и слова, и в дальнейшем музыкальное училище все ходили и исполняли мои песни. То есть вот первые песни я начала писать в 15 лет. Что делаем дальше? Сейчас мы займемся с вами разделением обязанностей. Так. Вы будете заниматься смешиванием начинки, я буду раскатывать тесто. Для Всё, этого супер. мне понадобится уклал и доска. Ой, какая у вас красивая доска. Ну так, Выкладываем его на поверхность доски. Берем вот это вот наше тесто, которое подышало, образовалось здесь в такой... ну а сколько в идеале тесто должно так простоять? Вот пока готовите Все, начинку, понял. всего лишь. Минут 10, грубо Да. говоря, да? То есть он получается, вот, несмотря на то, что такой маленький колобочек, но у нас есть волшебный третий щепотка соды, которая вырастет наше тесто до хороших размеров. А мы в начинку что-то будем еще добавлять или нет? Или всё? Да, мы возьмем полпачки сливочного масла, и чтобы капуста получилась очень нежная и сочная, нужно добавить масло. Оно дает какую-то такую сладость, Так. как-то умасливает нашу начинку настолько, что начинка начинает совсем по-другому играть. Так, ну, Лиль, смотрите, у нас уже все, тесто готово, начинка практически готова. Сейчас я масло сюда добавлю, да? Да. А третья щепотка соды-то когда, куда, где? Меня Вот же вы как распирает раз, от интереса. Руслан, вы зрите в корень. Вот когда мы раскатали наше тесто, вот третья щепотка соды. Вот у Прям меня- вот сюда Да, просто? вот просто вот так мы его расщипливаем. Все, понял. Давайте выкладывать, смотрите. Так. Есть? Как-то надо ложкой или можно руками? ложечкой, можно руками. Ага. Вот на одну половинку пирога выкладываем. Кто любит очень много капусты, он побольше. Кто... Так. А, и любит мы его по просто чуть-чуть. хоп, Да. и это будет такой половинчатый пирог. Да, 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 да. Все, прекрасно. Лиль, скажите, пожалуйста, а есть у вас какой-то, ну, я не знаю, как это сказать, какой-то любимый жанр сочинительства? Ну, вы знаете, я считаю, любимый жанр – это тот, в котором ты силен. Потому что если тебе нравится писать музыку в этом жанре, то ты ее пишешь и пишешь. Да. Но не бывает таких композиторов, которые пишут только в одном жанре. Это все равно, что кушать каждый день пряник. Так. Пряник, пряник, пряник. Завтра селедки захочется, послезавтра там лимонаду или молока. То есть есть какие-то Для вас приоритеты. пряник это что? Ну, пряники я не ем. Нет, ну мы же в музыке говорим. Да. Пряник в музыке. Пряника. Ну, вообще, вот мой педагог Анатолий Борисович Лупов, он сказал, что мне достался свыше дар песенника. То есть он сказал, что песенники рождаются очень редко, поэтому я должна его использовать на полную катушку. Но не зацикливаться на этом. И вот действительно меня очень часто объявляют на конкурсах как популярный композитор-песенник.
Вот у меня в связи с этим были песни и на Евровидении, Так. и на «Новой волне». И очень много песен я пишу именно на конкурс, потому что на качественной музыке происходит очень сильный профессиональный рост. Дети растут, меняются, и песня помогает им отточить какие-то свои профессиональные данные. Творческие люди — это всего лишь проводники, которые являются проводником сверху, то есть вдохновение и талант идет свыше, а Так. мы просто при помощи долгой упорной работы превращаем и оформляем это в более какое-то такое законченное произведение. То есть Здорово. иногда мы даже сами, вот, ну, не подозревая того, вот лежит чистый лист бумаги, и я знаю, что через каких-то 15-20 минут на нем уже что-то будет. Но что будет, я еще не знаю. И вот этот процесс, как таинство, да, вот как есть таинство крещения, таинство там, рождения, это, я считаю, одно из таинств. Вообще можно два вот сделать, да, но поскольку у нас такой хорошенький пирог, лучше уж он вот так пусть разрастется. Посередочке, да, мы его кладем? Хорошо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Давайте. И... Красота. Да. Такой мягенький, симпатичный. Все. Ставим в разогретую духовку. Сколько примерно? Насколько? Ну, в зависимости от духовки, Ага. от 35-40 минут Всё. на 180 градусах. Отлично. Хорошо. Все. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после этого вернемся и продолжим готовить дальше. Пирог с капустой. Для начинки капусту мелко нашинковали, размяли руками и отжали лишний сок. К капусте добавили измельченные яйца, половину пачки сливочного масла и немного посолили. Для теста в полстакана кефира добавили соль, сахар, 1/3 чайной ложки соды и хорошенько перемешали. Затем добавили муку, еще 1/3 соды, растительное масло, замесили эластичное тесто и дали ему немного отдохнуть. Далее тесто раскатали в лепешку и посыпали его оставшейся 1/3 чайной содой. На одну половину лепешки выложили подготовленную начинку из капусты, накрыли второй половиной лепешки и защипали края. Подготовленный пирог выложили на смазанную растительным маслом сковородку и отправили в духовку на 30-40 минут. Ну что, друзья, мы вернулись. Вы смотрите «Секреты татарской кухни». Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях композитор, член Союза композиторов Российской Федерации и Республики Татарстан Лилия Тагирова. И мы приготовили до рекламы пирог с капустой. Мы его уже поставили в духовку. У нас все готовится. Сейчас мы будем делать салат, который называется Наслаждение. Так, давайте. Нам понадобится капуста свежая, которую нужно будет мелко нарезать. Давно, знаете ли, я не резал капусту, не шинковал. Да. Пожалуй, займусь этим. Ну, А я возьму крабовые палочки и их очень так не мелко, но средне порежу. Так, а мне резать тоже так же, шинковать, как Да. и на пирог? Да. Все, прекрасно. Лили, скажите, пожалуйста, вы говорили, что вот вы пишете музыку, значит, песни на заказ, и там для детей Да. и так далее, а для каких-то известных исполнителей, может быть, нашей татарской эстрады? Да, мы сотрудничаем со многими певцами. Боюсь, правда, некоторых обидеть, если сейчас не назову. Певцы, они любимые, потому что ты не просто пишешь песню, а когда они к тебе приходят и рассказывают про свои душевные переживания, ты уже как-то проникаешься к ним, и они становятся тебе близкими людьми, потому что ты как бы соучастник их жизни. Так. И считаю, что они все любимые. И вот среди любимых исполнителей я могу назвать таких певцов и певиц, как Эльмира Калимуллина, Таяс Фасихов, Так. Алина Шеребжанова, Гульназ Султанова, О, всех знаем. Ильвина. Певица Малика, мы очень много с ней сделали русских песен. Даже в один московский фильм вошла наша песня «Два ангела», которую любят и дети, и взрослые. То есть это очень такая красивая песня. Был такой случай, мне заказали песню на финал республиканского сабантуя. Это исполнял великолепный дуэт Илисы Хузиной и Артура Исламова в сопровождении хора государственного Республики Татарстан. И вот 500 человек танцоров исполняли интересную композицию из татарских сказок. То есть вот этой композицией завершался сабантуй. Так, ну что, я нарезал капусту. Хорошо. Нарезали. А у меня готовы крабовые палочки. Да. Так, То что есть с этим пол делаем? салата готовы. Нужно их переложить в миску, освободить наши. А будем жамкать-то или не И надо? это жамкать не нужно. А, все окей, понял. Это не жамкаем. Кладите. Я первый. Оп. Скажите, пожалуйста, а вы же с детьми работаете, как педагог еще, да? Насколько мне известно. Да, мне это очень нравится, потому что с детьми учишься
всегда чему-то новому. То есть тебе кажется, что ты все уже знаешь, но иногда ребенок такой вопрос задаст, и ты как в ступор, и думаешь, откуда он это, во-первых, знает, во-вторых, думаешь, как это ответить. Как на это ответить, да? Да, то есть это на самом деле каждый раз такой ты в тонусе должен быть. Мне этот процесс очень нравится, и все полученные знания от своих педагогов, которым я очень благодарна, я пытаюсь синтезировать в одном. То есть я не просто педагог по композиции, импровизации. То есть я не навязываю детям свою точку зрения, я сначала пытаюсь спросить у них. Я всегда говорю, что ребенок на сцене – это не просто вокалист, это синтез, это артист, который красиво может выйти, подать себя, двигается, который вокально предоставляет очень красивые возможности своего голоса, но и в то же время еще как драматический артист рассказывает вокально о том, что происходит в песне. Это как получается клип. То есть клип — это мини-сериал, когда ты от начала до конца какое-то действие озвучил вокально. То есть это на самом деле очень сложно, потому что бытует мнение, что вокалист должен открыть рот и красиво исполнять. Ну, То нет, есть, это должна быть полная картинка вообще. — 18 лет назад наш руководитель Александр Львович Маклыгин создал такой уникальный ансамбль, который называется «Театр фортепианных импровизаций», и называемся мы «Импровиз-рояль». Нас 7 человек. Мы играем от 2 до 14 рук музыку, которая не прописана в нотах. То есть это полностью предмет, продукт нашего совместного творчества. То есть мы можем играть музыку на 3 роялях, на 7 инструментах. Это может быть джазовая музыка, но с точки зрения, как бы ее сыграл Прокофьев или Бах, или наоборот мы берем детскую музыку и играем ее в фольк, или в поп, или в джаз, или в рок. То есть это очень необычно, это уникально, и, по-моему, аналогов в мире вообще нет. Так, ну что, Лилия, смотрите, я натер морковку. Мы Все сейчас все это тоже ингредиенты складываем готовы. сюда, просто, да, соединяем. А я вот нарезала пол луковицы очень мелко и тоже добавляю сюда. То есть кто как любит. Если хотите побольше, можете побольше. Мы вот сделаем. А заправлять-то мы чем это будем все делать? Майонезом. Так, давайте Такой. майонезика туда. Да. Наверное, этого будет достаточно. Опа. Так, ну что, все, мы салат сейчас перемешиваем до конца и будем уже все пробовать. Салат наслаждения. Крабовые палочки нарезали достаточно крупными кусочками. Капусту и лук мелко нашинковали, морковь натерли на крупной терке. Все ингредиенты переложили в глубокий салатник, приправили майонезом и хорошенько перемешали. Так, ну что, друзья, у нас все готово. Мы накрыли на стол. Лиля, мы с вами молодцы сегодня. Да. Выглядит все невероятно аппетитно, все выглядит очень вкусно. Давайте пробовать будем. Да? С удовольствием. Все, с чего начнем? С пирога? Да. В порядке очереди. Как готовили, так и будем пробовать, да? Так, ну что, я жамкал, старался, поэтому начинка должна быть просто восхитительной. Ну-ка. Да. Восхитительная начинка. Ну, не зря старались, я вам скажу. О, очень вкусный пирог. А тесто, вот это вот третья щепотка соды, она сделала все, я вам скажу. Поэтому давайте будем пробовать теперь салат. Салат у нас называется «Наслаждение» или на татарском наслаждаться. это лязять. Лязять. Ну давайте наслаждаться будем. Так, крабовые палочки здесь надо. Как хрустит все, аппетитненько. Ну вкусный, легкий, приятный салат, ну действительно. На скорую руку. Да, и полностью оправдал свое название. Наслаждение, действительно наслаждение. Лиль, ну, как вы и сказали, когда к вам приходят гости, вы на скорую руку можете приготовить что-то вкусное, и вы сегодня это доказали, и спасибо вам огромное. Пару слов для наших зрителей, скажите. Благодарю, что пригласили на такую интересную передачу, где можно не просто поделиться каким-то опытом, но еще соприкоснуться с интересными творческими людьми. И хотела бы пожелать, если вы хотите заниматься творчеством, не смотрите, сколько вам лет. Если вам 5 или 50 или 100, всегда начинайте, потому что никогда не поздно. Сочинять, творить, танцевать, рисовать – это ваша жизнь, это ваше творчество.
Абсолютно верно, друзья. Несмотря сколько вам лет, 10, 20 или 100, не забывайте смотреть нашу передачу. Каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это был «Секрет татарской кухни». Сау Волгас. До свидания. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Tatlar xanı başları, yük təmli həm fayda.